Салим Эсенме. И Сэмэсэс. Скажи, пожалуйста, знаешь ли ты что-то про Сабантуй? Конечно, знаю про Сабантуй. Расскажи, что для тебя этот праздник? Огромное-огромное поле, красивое голубое небо, множество людей, палатки, юрты. Кто-то бился на подушках, кто-то в куреш, кто-то пытался залезть на столб, но так и никого не получилось залезть на этот столб и выиграть корову. Ничего себе. А ты хотел бы как-нибудь еще побывать на Сабантуе? Обязательно. Если что, 15 числа в Люберцах будет проводиться Сабантуй. Обязательно приходи. Вы слышали? Все приходим. И Сен-Менеиль, как тебе сегодняшний вечер? Салям, Адель. Очень классно. Это один из самых запоминающихся будет вечеров, потому что я пришел и царила умиротворенческая атмосфера. Я пришел самый первый, потому что меня Гульнар просил отмечать всех людей. И я прихожу, и штаб пустой. Рустам Фаизович говорит: Нейль, а ты раньше всех пришел? Я говорю, да. И падают солнечные лучи света. И это непривычно, потому что когда ты приходишь, тут обычно вечер, и уже такая атмосфера, такая более вечерняя, а я прихожу, как будто только началось все. Ну здорово. И вот когда ты пришел, здесь не было людей, а сейчас здесь каждый угол с классными ребятами забит. Так что здорово. Вообще, мне бы хотелось спросить тебя про Сабантуй, потому что скоро мы будем отмечать этот праздник. Как тебе вообще сама концепция Сабантуя? Сабантуй ассоциируется у меня с татарскими равнинами. Я как-то был один раз в жизни в Татарстане, рядом с Мамадышем, праздновали Сабантуй. Была очень классная атмосфера. Он проходил на равнинной местности после того, как прошел дождь, и все ходили в галошах, потому что такая была там почва нестандартная. Мне очень понравилось, это было, знаешь, такое мероприятие, как будто там слово «Татарстан», оно ожило. То есть, несмотря на грязь, все равно было потрясающе весело, да? Да, конечно. Но там особо не было грязи, мы просто ходили как на батуте. И Сенна, как тебя зовут? Исянус, Алина. Ты первый раз в штабе? Нет, второй. Как тебе здесь? Очень нравится атмосфера, люди вообще заряжают очень. Здорово. Скоро будет Сабантуй, ты знаешь, что это за праздник? Да, конечно. Кроме того, я и сама являюсь организатором в своем вузе. Мы организовывали Сабантуй. Было весело. Здорово. Из какого ты вуза? РНИМУ имени Пирогова. Очень здорово. Скажи подробнее, что именно вы делали? У нас была фотозона, фотосессия с настоящими татарочками, с чак-чаком. Были угощения, да, были конкурсы. Мальчики ловили монетку в кефире. Собрало прям большой аншлаг. Конечно же, прыгали в мешках. Здорово. Хотел ли бы ты быть участником, а не только организатором? Конечно, да. У себя в городе тоже являюсь участником, а он обычно на Сабантуях. Здорово. Что тебе больше всего нравится во время этого праздника? То, что никто не стоит на месте, все тоже активничают, какие-то сувенирчики по итогам конкурсов. Просто все веселая, атмосфера хорошая. Поняла тебя. Большое спасибо за ответы. Сэмэсэс, меня зовут Саид. Что я знаю о Сабантуе? Каждое лето я приезжаю в деревню, и все родственники, все мои знакомые, мы все вместе там встречаемся, и это повод как бы объединения и повод вспомнить о том, что мы все как бы татары, поговорить, объединиться, провести как-то хорошо время. А что тебе больше всего нравится из мероприятий, которые проводятся в рамках этого праздника? Я думаю, киреш, конечно, потому что, это часть татарской культуры. И так как я молодой человек, конечно, на дискотеку все мальчики и девочки остаются, танцуют, зажигают, вот. Ты когда-нибудь пробовал взбираться на бревно? Честно, нет, но у меня много знакомых, которые пытались забраться на бревно, но я так скажу, это все-таки нелегко и очень травмоопасно. Нам уже тоже Салим рассказывал, что ни разу не видел, чтобы люди побеждали там. Да. Здорово. Хотел ли бы ты вот в этом году тоже посетить такое мероприятие? Да, я каждый год посещаю, потому что каждый год я приезжаю в родную деревню, и там, в каждой деревне проводится Сабантуй, и надо сходить, да. Здорово. Не хочешь сказать нашим зрителям, из какой деревни ты приехал? Да, я из деревни Рыбушкина. Приезжайте, в этом году будет очень классный Сабантуй. У нас самый классный Сабантуй, да. И Сен-Мельсьер, как тебе сегодняшний вечер? Суперски, очень камерно, мне очень нравится. Что ты знаешь о Сабантуе вот в целом, в общем?
Это мой любимый праздник, начнем с этого, потому что можно собраться с огромным количеством друзей, гулять по полю, ну, Сабантуй, оно же обычно на поле проводится, играть в всякие игры, участвовать в конкурсах, есть вкусный шашлык, другие какие-то сладости. И я очень люблю знакомить своих не-татарских друзей с татарской культурой, поэтому это мое любимое мероприятие летом в Москве. Мы все приезжаем в Коломенское и, естественно, там мы уже проводим время прекрасно. А что для тебя самое-самое вот запоминающееся, самое важное во время Сабантуя? Наверное, вот конкурсы как раз-таки, потому что можно посоревноваться с друзьями, и при этом это так сближает, если даже вы очень мало знакомы, но когда у вас есть такой общий бэкграунд, так скажем, в виде игры, можно очень быстро сблизиться с человеком. Классно, мне уже хочется с тобой как-нибудь там в Кореш, знаешь, поиграть. Вот, очень здорово. Очень нравятся ваши песни, спасибо вам большое. Как вам, кстати, вообще сегодняшний вечер в целом? Бик матур кеше. Жігітлер, қызлар бик матур жиылғандар. Аллаға шүкір, өзі шәрәхәтленіп жырлап отырабыз. Кеше біз аулаги, теге кем әйтмешли, удалась деп әйтер идем. Бик матур. Наверное, когда приходит больше людей, наверное, больше нравятся такие вечера. Төрлечә була, төрле хәл була. Руслан алдарга бирмәс. Күбрәк калык килгәне дә бар, әзрәк тә килгәне бар. Яшьләр күбрәк тә булганы бар. Нәрсә дип әйтим инде, бүгенгесе дә Аллаһка шөкер. Теге алдагыларына караганда кимчелек күрмим. Главное, что есть кто поет с вами. И те, кто слушает. Сезнең белән бик тә килешәм. Соглашаюсь с вами. Я бы хотела еще вас поспрашивать про Сабантуй. Празднуете ли вы этот праздник? Люблю испокон веков. Татарча, если перевод прям перевести, яратам. Шын күңелдән яратам. Бер сүз генә әйтеп җавап бирәм одним словом. Татар Сабантуйлы халык. Шулай булгач, миңа калса нәрсә дип әйтим. Сабантуй турында күп сорашып торырга кирәкми. Татар халкы бик яратан. Элек-электән ата-бабаларыбыздан килгән милли бәйрәм, бик матур бәйрәм. Аны яше дә, олысы да, урта яшьтә булганнар да бик ошатып ярата дип уйлыйм инде. Үзем яраткан шулай дип әйтәм. То есть для вас это больше праздник, который объединяет вот людей, как народ? Конечно. С этим соглашусь 100%. И у нас, когда мы маленькие были, даже с такого возраста, наверное, хочу сказать, у нас и русскоязычные друзья даже вместе с нами праздновали. Играли в разные игры. Вы знаете, да, здорово было. Мы, естественно, с такого возраста, ну, с этим мы росли. Мы воспитывались этим. Можно сказать, даже, если так не грубо, хочу сказать простым языком, в крови. Шуңа күрә это национальный праздник. Кабатлап әйтәм. Татар Сабантуйлы халык. У нас многие ребята говорили то, что видели, как их друзья пытались забраться на столб, но никого не получалось. Вот скажите, в вашей практике было такое, что кто-то или, может быть, даже вы забирались на самый верх? Ой, нет. Вот лично у меня такого никогда не получалось и не было. А мои друзья, да. Мои друзья, да. Мы за них радовались. Вот на самом деле, у меня вот как раз, мы росли с ребятами, у нас не у всех получалось. У меня вот это, а там же столб, вот это вот оголенный столб. Вот это вот мне мешало, не получалось у меня. А у меня были ребята, друзья, которые забрались прямо аж доверху. Ну, здорово, то есть И есть вот еще махали, надежда. Махали флажком этим, забирали подарки прекрасные. Какие песни для вас напрямую ассоциируются с Сабантуем? Есть ли какой-то определенный плейлист, который только для Сабантуя можно выделить? Есть специально написанные, вот я знаю про Сабантуй, но наизусть я их мало знаю этих. Современные есть, за последнее время, которые написаны именно про Сабантуй, посвященные Сабантуй, вернее. Так хочу сказать. А то, что на Сабантуй их пели, вот, ну, те же застольные песни прекрасные пели, те же песни, которые народ знает, вы знаете, вот, народные песни, всегда уместны, и всегда пели и поют. И сенмесез Рустам абый, как у вас дела? Яхшы, менә бүген яшьләр якшәмбесе, студентлар җыелды, бөтен вузлардан, институтлардан, шуңар бик күп җаңа кеше килде бүген. Бер үзара танышалар, сөйләшәләр, дуслашалар. Вот скоро будет Сабантуй, и вы нам сегодня много о нем говорили. Какие у вас планы на этот праздник? Ну, у нас, я бы их назвал, отношения родственные. У нас родственные отношения с автономией татар Московской области, с Мухтасаровым, Фаритом, Сибятовым, Фаиль Михайловичем. И вот последние, наверное, 15 лет
Мы уже участники непосредственные, совместно проводим этот сабантуй Московской автономии области. Вот. Мы туда привозим молодежь, там организовываем конкурсы, мы и финансово участвуем, и к этому относимся очень серьезно, потому что сабантуй для нас это идеологический рычаг для сохранения культуры наших древних обычаев. Сабантуй это главный праздник для татар, это как Олимпиада. Поэтому в прошлом году был удивительный сабантуй в Дубне, до этого в Красногорске. Все татары собираются в Московской области, а в Московской области живет больше 10 миллионов человек и больше 150 тысяч татар. Вот мы собираемся опять в Люберцы. Больше чем уверен, что сабантуй пройдет на высоком организационном уровне, соберутся все города, автономии области. Я сейчас сам возглавляю автономию Домодедово, но есть один нюанс, потому что мы ездим на федеральные сабантуи ВКТ, Всемирного конгресса татар. Их бывает примерно 5-7. Это федеральный сельский, федеральный городской, федеральный шахтерский, федеральный мусульманский, федеральный алтайский. И еще ряд сабантуев, они федерального статуса. И вот, к сожалению, из московского конгломерата практически езжу я один. На всех этих сабантуях я одиноко держу вывеску «Москва», Московская область, и поэтому 15 число совпадает с сабантуем в Перми, значит, в Бородинском районе, и поэтому как-то все-таки в приоритете поехать туда, чтобы от московского конгломерата хотя бы один человек был, поэтому вот я собираюсь туда поехать, а там мы делаем репортаж, раздаем свои визитки, это прибавляет нам подписчиков, вот. А то, что касается в Люберцах, 15 июня, всех вас приглашаем, мы там участвуем, будет замечательный, удивительный, прекрасный, очередной сабантуй. Большое спасибо, что едете представлять наш конгресс в Перми, и, надеюсь, вы хорошо проведете там время. И мы отвечаем вам, что здесь, в Люберцах, мы также будем классно проводить время друг с другом, и от всей души вас благодарим за вашу работу. Если я не сдержусь, то я выйду на краш бороться. Правильно? А на стол будете залезать? Обязательно. Обязательно. Без столба никак. В древние времена вот это вот шест, залезать наверх, это было для воинов. Это все для воинов, чтобы они как смотровую вышку использовали и поднимались на дерево. На мешках дрались, это тоже своеобразная такая борьба для молодежи. Борьба, это кряж тоже своеобразная воинская. Вот там есть 8-9 направлений сабантуя, они уходят в века, и все это воспитано на народных таких вот, значит, принципах. Это готовили воинов прежде всего. Поэтому шест – это воин. И я прежде всего татарский воин. Да, наверное, стоит еще немного рассказывать нашим ребятам, что сабантуй – это не столько развлекательный праздник, сколько еще и духовный, культурный, что нужно поддерживать в себе это мужество и стремление достигать верха, несмотря на то, что это очень тяжело. Да, вы совершенно правы. Все на сабантуй в Люберце 15 июня. Будем ждать. Встретимся на Майдане во время крэша. Артемий, привет. Как тебе сегодняшний вечер? Сегодняшний вечер необычный, я давно не был, где-то уже больше месяца, мне приятно сюда вернуться. А тебе вообще нравится, когда здесь не протолкнуться как раз-таки, когда здесь людей под 200 человек? Ну, это прикольно, потому что чем больше знакомых, тем лучше, это приятно. Кстати, один из возможных способов познакомиться, это как раз-таки пойти на сабантуй и повеселиться с кем-то там. Что ты знаешь о сабантуе? Что я уже 6 лет на нем не был, потому что я географ, у меня полевой сезон как раз июнь-июль. И я с того момента, как переехал в Москву, уже ни разу не ходил, постоянно куда-то уезжаю на практику. А когда ты последний раз там был, что тебе больше всего запомнилось и понравилось? Я был в Ижевске у себя дома, и там в последний год организовали большие скачки на лошадях на таком большом кругу. Помимо музыки, там, как обычно, танцев, куреж, было вот это вот соревнование. Ставки там не делали, но все равно было интересно смотреть, как на поле, где ты там зимой ходишь на лыжи, вдруг летом организовали такое мощное мероприятие. Очень здорово. Хотел ли бы ты еще раз посетить, несмотря на то, что учишься и работаешь в это время? Конечно, хочу. Я жду, если меня кто-то пригласит, тоже будет приятно, и я тоже приглашу кого-нибудь.
Да, кстати, 15 числа в Люберцах будет проводиться Сабантуй. Обсудим с тобой это позже. Будет здорово, если ты наконец-то пройдешь спустя столько времени. 15 июня. Я знаю тебя как человека, который очень любит повеселиться и хорошо провести время. Скажи, пожалуйста, что для тебя является праздник Сабантуй? Для меня, наверное, это что-то связанное с домом. А в этом году планируешь уезжать к себе или здесь будешь оставаться? Уехать, конечно, было бы хорошо, но в этом году остаюсь здесь. Вот, и на Сабантуй тоже здесь пойду. О, ну это здорово. Здесь множество мест, где проводится Сабантуй. 15 числа в Люберцах один из них будет. Вообще, в целом, для тебя какие самые интересные мероприятия во время Сабантуя? Но я не могу выделить что-то одно. Это, наверное, вот вообще все вместе. Все вместе создает, атмосферу чего-то родного, чего-то такого близкого. А те песни, которые у нас в штабе периодически ребята поют, они как-то навевают тебе воспоминания о классном вечере сабантуйском? Конечно, мы сейчас с ребятами сидели, пели. Это напоминает о доме, вот. Да, очень рада и обязательно надеюсь тебя встретить на одном из сабантуев, который будет проводиться в Москве или Московской области. Да, конечно, обязательно. Все, спасибо. Привет, меня зовут Мухаммед. Знаешь ли ты про праздник Сабантуй? Отбито? Конечно, знаю про такой праздник, это национальный праздник. А как давно ты был на таком празднике? У нас в школе его проводили, наверное, последний раз был в школе. В Москве как-то мне не доводилось. На самом деле здесь проводится очень много мероприятий, посвященных Сабантую, так что я уверена, в этом году тебе точно стоит посетить. А что ты вообще можешь рассказать о своих чувствах по отношению к этому празднику? Что ты помнишь вообще? Для меня это всегда был национальный праздник, это всегда хорошее настроение, выигрываешь подарки. Я помню, как мы в детстве с родителями ездили в Давлекановский район, и мне там было лет 10, я дрался подушками на бревне, но кто упал, и тогда я выиграл курицу. Это вообще было невероятно. Извини за уточнение, она живая была? Конечно, живая. Как ты думаешь, если не татары посетят какой-нибудь Сабантуй, им понравится? Когда я первый раз пришел на Сабантуй, я ведь никогда не знал, я не был на Сабантуе, и я не вырос в Татарстане. Я сразу это воспринял, мне это понравилось. Конечно, да, это национальные мотивы, они в крови гуляют, и ты слышишь все эти татарскую музыку, которую с рождения слышал, и тебе очень приятно. Тем не менее, люди, которые никогда этого не видели, как иностранцы приезжают в Россию на всякие там эти тусовки пляжные, они такие видят, вау, тут такие люди открытые, нам так нравится. Они когда приедут на Сабантуй, скорее всего, тоже русские люди увидят что-то новое для себя, и в этом новом для них будет счастье.